Так, ассаламу алейкум, хайрлы киш, кадрлы дуслар. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами сегодня на канале Татполит я, Руслан Айсин, и в моностриме будем с вами обсуждать, что же происходит в татарском мире, Татарстане и вокруг наших возможностей, чтобы обрести, наконец, свободу. Тем очень много, при этом они как бы так вот разбросаны такими интересными зернышками. Поэтому попробуем сконцентрироваться на главном. Если у вас будут какие-то вопросы, обязательно пишите, я их вижу и попробую, собственно говоря, отреагировать. Итак, дорогие друзья, главная тема, значит, наша сегодняшняя — Минниханов в тандеме с Кадыровым. Здесь эта завязка действует давно. Она пытается сохраниться в, скажем, пространстве русского чекистско-либерального мира. Как бы это ни звучало странно, но даже при всей их включенности в путинизм, при всей их, при всем их служебном рвении, они все равно являются для системы чужаками. Нелюдь, нехристь, чурки и так далее. Все равно не свои. Понимают ли это? Они, конечно, понимают это. У них комплекс развился. Поэтому они стараются еще больше угодить Путину. Еще больше. То есть, вы знаете, у Ленина же есть прекрасная на этот счет статья про великорусский шовинизм, где он говорит, что нерусские народы, чтобы показаться еще больше великороссам, перещеголяют и их самих в вопросе шовинизма. То есть пытаются показать, продемонстрировать, что они еще более русские, чем сами русские. Ну, это Ленин очень хорошо разобрал. Было 150 лет назад. И сегодня мы видим примерно то же самое. И Минниханов, и Кадыров, и всем своим видом, и своим говором, и происхождением, и так далее, и тому подобное, но никак не вписываются в эти кластеры путинско-русского мира. Но они все равно вот пытаются стать частью этого. Ну, как говорится, выживают как могут. Здесь, если убрать такие эмоциональные элементы проявления и порывы в сторону, то мы увидим следующее. Кадыров встретился, вот тут нам подобрали новости, с министром Чечни по физической культуре и спорту 19-летним Ахматом Кадыровым. Он заявил, что глава республики Рамзан Кадыров высоко ценит отношения регионов и гордится Татарстаном. То есть, знаете вы или не знаете, но Кадыров, который находится сейчас в физически очень плохой форме, пытается произвести так называемый транзит власти и продвинуть своего сына Ахмата Кадырова, названный в честь, собственно говоря, отца Рамзана Кадырова, убитого 9 мая там, 2002 или какого года, да? И Минниханов, конечно, который близко очень общается с Кадыровым, приоткрою вам завесу тайны, они в Объединенных Арабских Эмиратах прикупили такие особнячки, большие, естественно, и соседствуют, по соседству. А вы знаете эти разговоры, которые совсем недавно циркулировали, что, дескать, Путин недоволен Кадыровым, потому что тот вел за его спиной сепаратные переговоры с представителями монархии Персидского залива, с представителями Саудовской Аравии, Катара или Королевства Саудское или Объединенных Арабских Эмиратов. Сцепка интересная. И у того и того вопрос о престолонаследии будет стоять остро. А я вам напомню, дорогие друзья, что только Татарстан и только Чечня смогли транзит власти произвести по собственному пути, по собственному сценарию. То есть Ахмат Кадыров умирает,
его место наследует его сын Рамзан. Прямая, как бы тут прямее некуда, как говорится, наследственность и политическая преемственность. В Татарстане Шаймиев, ему наследует Минниханов, хотя там история более сложнее, я ей отдельно посвящу эфир. Но все равно как бы есть преемственность, больше нигде не было. Больше нигде не было. Ну, как бы две наиболее сильные республики. И вот они смогли этот транзит произвести. Сейчас стоит вопрос о транзите номер 2. А он еще более сложный, естественно. Потому что у Рамзана Кадырова, конечно, есть дети, как вы понимаете. Ахмад Кадыров и дочь, которая там, по-моему, 25 или 26 лет, которая была и вице-премьером, да, потом ее как-то так быстренько убрали, и на нее начали все переписывать, все имущество. А у Минниханова нет, ну, у него есть сын, Искандер, который, в общем, никак не может претендовать на власть, ну и, собственно, Ахмад Кадыров, потому что, насколько я помню, согласно Конституции, если еще у них там есть эта Конституция, или как он там, может, устав называется, таковым может стать человек, достигший 30-летнего, по-моему, возраста. Помните, когда Ахмад Кадыров был убит, вопрос стал, что делать с Рамзаном Кадыровым, потому что тогда ему было, по-моему, 27 лет. И, да, он, по-моему, 75-го года рождения. И, соответственно, вот 3 года его там держали в должности вице-премьера, из-за чего у него произошли терки с тогдашним президентом Чечни Алу Алхановым, которого, кстати говоря, сейчас хотят назначить полпредом Путина в Южном федеральном округе. И, значит, там прямые стычки были, столкновения, перестрелки между службами охраны. И вот, значит, по истечению этого срока достиг Рамзан Кадыров и быстренько его туда протащили. Сейчас я не знаю, как они будут этот вопрос решать. Он очень сложный, неопределенный. У Минниханова то же самое, хотя Минниханов вот будет переизбираться осенью, в сентябре или октябре, когда там единый день голосования в России. Он изберется, вот еще 5 лет, а потом что делать? А потом, как говорится, суд готов. Не очень ясно, что делать. Да? И, скорее всего, эта связка попытается как-то выжить в условиях разрастающегося внутрироссийского кризиса, потому что перед Путиным тоже встанет вопрос о транзите власти. Он же просто так не уйдет, скорее всего. Поэтому там внутри сейчас начнутся такие серьезные телодвижения. В морозильнике ли умерший Путин, не в морозильнике ли, кто управляет, двойник, не двойник, этот вопрос станет очень остро. Я вас уверяю. Я сегодня, кстати говоря, прикупил такую книжечку. Значит, Иван der Schreckliche und seine Zeit. Да? Иван Грозный, его время. Автор Руслан Скрынников, значит, родился в 1931 году, профессор Фугешихте, то есть профессор истории, университет Санкт-Петербург. Про Ивана Грозного как раз вопрос о престолонаследии, же он после Ивана Грозного стал в России, Великая Смута. Великая Смута. В России может наступить такая же история. Уходит Путин и Великая Смута, для нас это шанс. Для нас это шанс. И эти понимают, и Минниханов, и Кадыров тоже это понимают. Они будут там до последнего кланяться Путину, челом бить, и как говорится. Но все равно где-то вот здесь держать в уме. Вдруг царь не настоящий умрет, будет парализован. Что тогда делать нужно? Будет действовать. Как действовать? Ну, с Чечней там более-менее понятно. Там внешние границы есть, армия какая-никакая есть, собственная. С Татарстаном сложнее, внутри России по факту. Армии нету. Ну, условные вот эти вот всякие батальоны, Алга, Батыр и там остальные, их переформатировать будет достаточно сложно. Национальное движение разбито, разгромлено, не в последнюю очередь, силами самого Казанского Кремля. Знаете, ведь, дорогие друзья, Айлар с вами, Рахмет Дуслар, без тоже без Бердан, Халак, Берхалак, фактически.
Верховный. Просто нас специально разъединили, но мы горячо переживаем за наших братьев, нугайцев, башкир, казахов, карачаев, ну всех. Не только, конечно, представителей тюркских народов. И я более чем убежден, что в грядущем кризисе мы обязательно должны объединиться. Создать общую конфедерацию, действовать сообща, потому что в противном случае мы опять будем разгромлены, к сожалению. Но сейчас появляется этот исторический шанс, и нужно создавать политическую платформу, идеологическую платформу, постепенно объединяться. Эти процессы идут осторожно, степ-бай-степ, как говорится, но недостаточно. Все-таки я знаю, что эти люди, там, которые в Казанском Кремле, у них нет полноценного политического видения, поверьте мне. Поверьте. И они спецы в каких-то вопросах, там экономики, вот это вот юриспруденция, фалянтеген, как говорят казахтар, анау-манау. А вот в полноценном политическом видении, геополитики, очень все жалко, очень все скудно. Посмотрите, сегодня Минниханов участвует, сегодня или вчера, в заседании стратегического, как он называется-то, не союз, Россия, Исламский мир, стратегическое партнерство или что-то такое. И там участвует президент или премьер-министр, наверное, Малайзии. Минниханов как бы ведет. Второй человек – это Хайруллин, вице-премьер российского правительства, как бы тоже татарин, представитель как бы не русского народа и все остальное. То есть как бы формально площадки есть. В Казани сейчас проходит саммит, вы знаете, Казан-форум Россия, Исламский мир, да, Казан-форум, вот я нашел название. И туда приехали представители Талибана. Что касается Талибана, значит, Рустам Минниханов встретился с вице-премьером Афганистана, лидером политического крыла движения Талибан, Муллой Абдулло Гани Барадар. Барадар – это с фарси, из Дари, это, значит, брат. Ну, так, если перевести на русский, был какой-нибудь браташ, был такой, я помню, хоккейный вратарь, да. Ну, неважно, в общем. И смотрите, есть же контакты, есть политические контакты различного типа. Мы сейчас с вами не берем какие-то там нюансы, связанные с тем, что там предатель, не предатель, мы просто фиксируем некие интересные элементы, которые могут способствовать расширению попыток выйти в случае кризиса. Почему я вспомнил и Ивана Грозного, и Великую Смуту? Помните, я много на этот счет делал видео, интервью и даже писал об этом, что смута конца 16-го, начала 17 веков, кстати говоря, и с Новоайларблем там очень серьезные были войны. То есть, и когда умер Иван Грозный, он не решил вопрос престолонаследия, вы знаете, там и сын умер, и опричный террор, ну, то есть все то же самое, что делает Путин. Опричный террор – это ГБшный террор, нынешний ФСБшный, да, но своим заместителем-то он подставил кого? Если помните, на 2 года. Поставил крещенного татарина Семена Бекбулатовича. То есть татарин стал эрзацем, или, как говорят в таких случаях, зиц-председателем. Ну, доверился, сам ушел, разделил страну на 2 части, собственно, вот сама, значит, держава и вот это вот его опричник. И, уйдя в тень, он запустил опричный террор, который возглавил Малюта Скуратов, еще один тюрок, потому что, в общем, тюрки только обладали тогда мощным компонентом военного и административного понимания. То есть их использовали. Мы сами не смогли в этой ситуации разобраться. Плюс ко всему, Иван Грозный зачал войну, которая
в историографии называется Ливонская война. 25 лет она шла. Она истощала страну, то есть война против Запада. И, как вы понимаете, сейчас, если взять и спроецировать события того времени, окажется, что мы стоим у порога тех же событий, и результатирующая часть может быть аналогичной, потому как Путин умирает, Путин Иван Грозный. Почему он любит Ивана Грозного так? Он совсем недавно, вот я рассказывал в каком-то стриме, опять начал заявлять про Ивана Грозного, ни с того ни с сего. Вот его оболгали, на самом деле, значит, он такой хороший был, Запад его оболгал, что был тиран, а он на самом деле был человеком, который отказался от католичества, сказал, что мы будем на своей вере стоять, и из-за этого Запад организовал против него черную пропаганду, черный пиар. Ну, идиот вообще Путин. Ладно, историю же он вообще не знает. И вот эти вот люди, которые начинают интерпретировать историю так, как им нравится, как вы понимаете, все это оборачивается потом такими кровавыми решениями. Мы один народ, значит, мы империя, эти земли наши, и это наши, и казахские земли наши. Здесь казахов не было, у казахов не было государственности. Или вот написали тут в учебнике истории. Для Татарстана. Разгром, цитирую буквально, разгром Казанского ханства был положительным явлением для жителей этого региона. Нормально так, да? То есть пришли, разграбили, убили, провели геноцид. Это положительное было. Ну, так же, как Сталин у них, эффективный менеджер. Ну вот, я чуть-чуть отвлекся от нашей центральной линии. Смотрите дальше. Умирает террор, начинается вот эта вот смута. Кстати говоря, Годунов, как вы понимаете, сейчас я даже вам зачитаю, который наследовал, да, он смог прийти к власти, он был потомком татарского Мурзы Чета, который выехал из Орды в Москву еще при Иване Калите. То есть опять взяли власть. Вот, да, ну понятно, что уже обрусевшие, крестившиеся, но как бы там ни было, вот эта вот энергия власти политической, страсть к обладанию по-настоящему властью, не система управления, а именно власть в ее в таком сакральном методическом понимании, оно присутствовало так или иначе. И вот, как вы понимаете, началась серьезная борьба за власть. Польская интервенция, Лжедмитрий, значит, Отрепьев, вот этот вот монах, да. И, кстати говоря, очень интересно, родоначальник, ну, то есть династии Романовых, Филарет Романов, сын которого стал потом первым царем Михаилом Романовым, и они вдвоем, как в Византии, симфонии власти, патриарх и царь, начали править и зачали новую династию Романовых, которая, как вы знаете, в 1918 году была усечена. То есть 300 лет с 1612 по вот 612, по-моему, если я не ошибаюсь, там столетие, 300-летие дома Романовых как раз отмечали, и была там великая давка, помните, на Ходынском поле. И вот Филарет Романов был патриархом, знаете, у кого? Он был у польского двора. То есть, вот нынешним языком выражаясь, этот человек был перебежчиком, перебежал и тут же переориентировался и взял власть. Ему помогли, вернее. Но сам факт того, что Романовы являются предателями и с той, и с другой стороны, это факт. Это факт. Так вот, тогда, когда началась вот эта вот великая смута, великая замятня, представители там, татарских, мурс, ногайских в том числе, части башкирских, они стали думать о восстановлении собственного статуса, собственного ханства. Собирались мурзы со многих мест. Но так как вопрос коммуникации был сложен, как вы понимаете,
Не было интернета, телефона, все это было тяжело организовать. Но такие попытки были. Этот вопрос плохо изучен. Его надо поднять. То есть это не так, как многие считают, что вот была возможность, и мы ее не использовали. Нет, были попытки, как раз Мурзы поднимали этот вопрос, и тоже, по-моему, были подметные письма, что нет, вот сохранились царевичи ханские. Ну, тогда, в принципе, можно было призвать кого угодно. С Ногайской Орды можно было призвать, с Крымского ханства, это же как бы одна такая большая династия была, да. То есть вопрос не стоял никак, значит, у московитян, которые вынуждены были там, не знаю, кого приглашать на царство. Ну, раньше так было, да? Обязательно нужно было пригласить царствующую особу, собственно, в случае тюрок это обязательно из дома чингизидов. Короче, не получилось. Не получилось, и дальше уже с Петром Первым, который устанавливает, как вы знаете, и объявляет, и манифестирует то, что называется империей в 1700 году и 703 году, образует то, что потом, не вернее потом, а прозвали Казанским краем. Казанская вот эта вот волость, и постепенно начинается процесс христианизации. То есть при Петре Первом начинается вторая сильнейшая волна христианизации при Лука Коношевиче. Очень так жестко. Опять татар изгоняют, насильственно крестят, убивают, в общем. Потом подкупают, лишают возможностей. Поэтому очень многие татары переезжали кто в степь, кто в Сибирь, значит, за Урал, для того, чтобы спасти себя, свою веру и так далее. Сейчас мы, наверное, находимся в том же положении. Ну, не в пример, конечно, лучшим, потому как есть большой рассеянный кластер. То, что мы называли, помните, так называемый динамичный Татарстан. Вот мы с вами, ну, вот те, кто татары, представители динамичного Татарстана. Есть представители других наших братских народов, да, они тоже могут себя так называть. То есть мы все-таки в прошлом кочевой народ, и для нас политическое кочевье, вопрос хиджрата, он не является, строго говоря, каким-то неопределенно страшным. Напротив, мы находимся в своей стихии, и эту стихию нужно использовать. А есть вот тот самый там статичный Татарстан, который захвачен, и он не может действовать. Ну, по сути, он в заложниках. Поэтому мы должны взять на себя это время политического маневра, политического давления, организации политического действия, политического пространства. Но, как говорится, Мнавит Казганыч, что мы, находясь в режиме политического рассеяния, в политическом хиджрате, пока что не можем полноценно собраться, организоваться, хотя есть и люди есть вроде как. У нас же немного, у нас прилично, что в Европе, что в Америке в конечном итоге, что в странах Центральной Азии. Очень много. Но я не знаю, что произошло, вот это вот то ли замещение Сабантуйщиной привело к тому, что все, что касается вопросов политических, за редким исключением, выглядит очень, я бы сказал, печально. Хотя вот мы были одними из знаменосцев, да, и лидеров в вопросе суверенизации, как вы помните, в конце 80-х и начале 90-х годов. Татарстан один из первых принял декларацию о государственном суверенитете, это в август 90-го года. Август 90-го года, к примеру, Казахстан последний вообще вышел из состава Советского Союза в декабре 91-го года. По сути, через 1,5 года. Так что этот опыт нельзя терять. Но, как я вижу, какая-то растерянность, в отличие от наших, например, кавказских собратьев, которые очень мобилизованы в этом смысле и действуют не в пример лучше. Ну, вот так получилось, что где-то там 100 лет назад татары-тюрки доминировали в вопросах политической организации борьбы, ну, сейчас представители кавказских народов. Ну, вот так оно устроено, но в целом я думаю, что, конечно, нельзя отчаиваться, нужно действовать, нужно работать в этом направлении. И, собственно,
опять возвращаюсь к тому, с чего начал. Смотрите, дорогие друзья, если разваливается это пространство, какие алгоритмы, какие действия? Мало кто может на это ответить, на самом деле, кроме такого вот пустопорожного демагогического демагогии. Нету полноценного плана действий. Нету. Где люди на местах, где... Ну, я это и к себе, конечно, тоже опрокидываю эту недостачу, потому что мы должны быть готовы, собственно говоря, там один приказ, байрак, амр, и все должны быть собраны, отмобилизованы и должны действовать. Потому что, как вы знаете, взять власть – это всегда вопрос очень тонкого просчета. Ленин бывает нашли, как сказал дедушка Ленин. Он сказал, вчера уже поздно, вчера поздно, сейчас еще завтра там слишком рано. Что он имел в виду? Что нужен политический момент отлавливать. Потому что другого не представится. И вы раз, и уже не сможете ничего изменить. То есть окно возможностей, оно всегда небольшое. Оно небольшое было, как я уже сказал, во время смуты. Оно небольшое было после революции 1905 года. Там же, по сути, до 1907 года. А если вы возьмете, вся татарская культура, вся татарская мысль, политическая, гуманитарная, она поднялась после Первой русской революции. И депутаты наши там в Государственной Думе, и мусульманская фракция там с представителями кавказских, тюркских народов. Это вот 2 года, по сути. Но сколько было сделано? Опять-таки, конец 80-х, начало 90-х годов. То же самое окно возможностей. Дальше уже все, пришел Путин. Ну и при позднем Ельцине уже там все было понятно. Опять-таки, маленькое окно возможностей. Где-то отчасти воспользуюсь, где-то нет. Но опять-таки, имея вот этот вот хороший, колоссальный, богатейший опыт, почему же его не использовать? Почему не пытаться эти вопросы анализировать, проговаривать, где-то прорепетировать, там, условно говоря, протопарламент или уже парламент, какие-то иные структуры, там, правозащитные, военизированные, они все должны иметь, если не полноценное состояние, то какое-то зачинательное, то есть прото, да, чтобы раз в какой-то момент быстро, знаете, как коробочку, раз и собрали, тизгиная. Вот она у вас сложена, тут азан пришел и раз-раз организовали. Вот так надо действовать. В прошлый раз я говорил вам, дорогие друзья, как подменяют тему с сабантуями. И сабантуев сделали сейчас просто какой-то шабаш. Миллионы там денег вкачивают, долларов. И в прошлый раз я, по-моему, говорил, в общей сложности в год проходит больше 400 сабантуев в татарско-башкирском мире. Представляете, огромные суммы. Ну ладно, суммы это одно, но она вот асылы считалиги, вот эта наполняемость, содержательные части, она же полностью выхлощена. Там уже и водку где-то хлещут, и все там по-русски говорят, и вообще там вообще непонятно, что происходит. Я вам рассказывал, дорогие друзья. Изначально смысл сабантуя. Вот есть у меня хорошая книга Юров, по-моему, автор, значит, о праздниках в тюркско-монгольском мире. Так вот, их там было 4 праздника, они все были, понятно, связаны так или иначе с календарным циклом. Так вот, Сабантуй изначально, как я и говорил, отмечался не только как праздник плуга. Понимаете, мы же изначально-то были кочевым народом. Праздник плуга – это не наша тема. Он был просто, так сказать, связан, с одной стороны, с календарным вот этими сельскохозяйственными делами, но изначально он был поделен на вот эти вот времена года. Вот зимний, весенний, летний, осенний. И Сабантуй подразумевал, что заканчивается
год, вот этот вот, да, солнцестояние летнее, тогда собирали людей на каждом уровне, на локальном, на крупном, там, на государственном, и поднимали стратегические вопросы. Что делать? Вот у нас есть год времени. Решали вопросы, это по сути был Курултай. Сабантуй это был Курултай. Ну, внеочередные Курултай тоже были, понятно, по каким-то другим иначе. Но здесь как бы вот они как сессия, условно говоря, Государственного совета или сессия парламента. Она должна пройти вот раз в год. Они решали вопросы, и дальше, как в той известной поговорке, делу время, а потехе час. Вот брас вахтпала, и там уже байрам туда-сюда. Миросим, как говорят, да, вот торжество. Все. Самое главное, политическое, стратегическое взаимодействие. А потом уже отдыхать, чего хочешь делать. А сейчас перевернули и сделали, что это вот, да нет, праздник плуга, туда-сюда. Ничего подобного. Основная его содержательная часть связана именно с политическим планированием стратегическим. Как делать? Планировать войну, не планировать, строить дороги, еще что-то. Понимаете? Вот, если возвратить Сабантуем вот эту вот изначальную форму Курултая, совета, кенешмя, тафтия, как говорят турки, да, вот тогда мы можем сказать, что мы будем иметь готовую, организованную, политическую по-настоящему нацию, такую избранную. Да? Не все, конечно, но кто вот готов активно действовать, кто готов бороться, кто готов идти ради идеи. А пока, видите, специально из Сабантуя сделали какой-то маскарад, пьянки, гулянки, диски и панки. Это так выхолащивается. И повсеместно так. Повсеместно из республики тоже все выхолостили и сделали из нее какой-то по факту рядовой регион. Ну, Татарстан держится за счет, понятно, татарского фактора, за счет сильной экономики. А все остальное, это оно, как вы понимаете, разгромлено, в политическом смысле разгромлены. Конституцию порезали так, что одно название осталось, и от этого откажутся, потому что опять-таки скажут, а как, есть Конституция Российской Федерации, а зачем вам еще? Они же так пост президента убрали. А знаете, как убрали? Кадыров попросил. Кадыров был же президентом Чеченской Республики. Он сказал, я не помню, в каком году это было, в 12-м, что ли, в 8-м, в 12-м тогда я председателем форума татарского был всемирного. И вот мы сделали даже по этому поводу специальное обращение, то есть был форум, 1000 человек там делегатов со всего мира, и приняли вот соответствующую резолюцию, даже обращение, не резолюцию, а обращение специальное, что как бы у нас есть основа государственности, и мы от них не будем отказываться. Но вы знаете эти перипетии с отменой статуса президента, суды и так далее, короче говоря, убрали. А все это начал-то Кадыров с его подачи. Ну и дальше постепенно убрали татарский язык в качестве государственного, то все. Ну, из Конституции убрали вопрос о том, что Татарстан там выступает за мир, о том, что он суверенная республика, и все остальное. Хотя это нарушение на самом деле. Не мог парламент Татарстана даже вот через установку, которая шла от прокуратуры, да, предписание прокуратуры, что нужно привести в соответствие татарстанские законы с российскими, с федеральными так называемыми. Потому что базовые вещи, вот связанные с суверенитетом и референдумом, они должны или могли изменяться только при следующем референдуме. То есть Конституцию закрепляли, вот его основные статьи, так называемые, да, стержневые, на референдуме. И только при проведении референдума можно было их изменять. Они пошли, по сути, в нарушение. И только вот голосованием депутатов это изменили. Но это
даже очень хорошо, потому что когда мы будем восстанавливать, и мы обязательно на это сошлемся, в качестве как бы нарушения всех базовых принципов. Ну, то есть это, по сути говоря, антиконституционный переворот. Принимать-то они могут что угодно под дулом пистолета. Да, мы это осознаем, потому что эти люди уже не принадлежали себе политически, и они не могли говорить, и не могут говорить от имени народа. А Конституцию Татарстана, как вы знаете, в 1992 году принимал народ Татарстана. 63% проголосовали за то, что Татарстан суверенное государство с международным статусом, имеющее особые взаимоотношения с Российской Федерацией. Как ассоциированный член потом в 1994 году был принят так называемый федеративный договор. А что интересно, опять-таки, что вот этот вот федеративный договор 1994 года, потом он на 10 лет принимался, в 2004 не смогли его перепринять, поэтому до 2007 года все тянули, приняли уже в усеченном виде, а в 2017 году, когда он закончился, и его не продлили. Мы пытались, вопросы поднимали, и так, и сяк, но Кириенко тогда высказался, что мы не видим смысла. Но получилась юридическая коллизия, я тоже об этом много писал. Согласно этому документу Татарстан имел юридические взаимоотношения с Российской Федерацией как ассоциированный член. Ну, то есть это, по сути, конфедеративные взаимоотношения. Если Россия не продлила этот федеративный договор в одностороннем порядке, соответственно, юридически Татарстан от нее отстегивается и уходит в самостоятельное плавание. Вот юридически так, потому что Татарстан не входил в состав Российской Федерации. Не входил. И Казанское ханство не входило. Никаких бумаг не подписывали. Нет таких бумаг о вхождении куда-то там. Понимаете? То есть по факту Татарстан в их же юридической плоскости живет самостоятельной жизнью, должен жить. То есть он субъект международного права. Россия сама отказалась эти взаимоотношения пролонгировать, продолжить. И сама же пустила Татарстан в свободное плавание. Но из-за того, что в Кремле сидят абсолютные неваляшки, дураки, они этот факт не зафиксировали. А мы зафиксировали. Мы зафиксировали и обязательно будем его использовать в восстановлении наших прав. Почему это важно, дорогие друзья? Объясню. Когда Татарстан вел те самые переговоры с Москвой в начале 90-х годов о признании о суверенитете и так далее, человек, который от Татарстана участвовал в этой государственной делегации, был заместителем руководителя делегации Индус Рязакович Тагиров, известный историк, первый председатель Всемирного конгресса татар. Он мне сам рассказывал, он жив-здоров, вот, Саулык Берсон, ему уже под 90 лет. Вот и когда приехали в Москву, он говорит, а там сидят вот эти Шахраи, Бурбулисы, вот эти вот такие, значит, такие шакалы. И они говорят, вы не имеете права, у вас нет никаких полномочий, у вас там нет никаких юридических. Они же юристы все. Шахрай, он потом стал ездить в Татарстан, его активно начали приглашать, я тоже видел его на одной конференции в Татарстане, значит, он уже такой весь поникший, ну, Татарстан его там подкармливал, судя по всему, и он там во всевозможных красивых эпитетах и в гиперболических, так сказать, комплиментах в адрес Татарстана раскланивался. А что ж ты тогда против Татарстана работал? Так вот, Инус Рязакович говорит, они юристы, соответственно, и напирают, что мы не имеем права. А Индус Рязакович, историк, он как раз специалист был по 20-м годам и по революции 17-го года. Ну, специализация у него была соответствующая. И он говорит, я вытащил все эти бумаги из архива, в том числе, где большевики признавали Татарскую республику. И другие документы, на основе которых Татарстан, Татарская ССР, ну, до этого там Татар-Башкирская, ну, вы знаете, несколько проектов было, и Татар-Башкирская,
и проект «Идель-Урал» является, в общем-то, полновесным субъектом. И большевики согласились на это, подписали. А так как Россия после развала Совка признала себя правопреемницей Советского Союза, соответственно, все прошлые договоренности она автоматически тоже признает. То есть это не так. Здесь мы себя признаем, а вот у нас долг от Советского Союза долг есть, мы его не признаем. Так не бывает. В юридическом плане я имею в виду. То есть нельзя быть наполовину беременной. Или так, или сяк. И он говорит, я эти все документы вытащил, им, как говорится, под нос сунул, и они не смогли ничего сказать. Никаких доводов, как говорится, нет у вас ничего против Кости Сапрыкина. Они оказались по факту обескуражены. Так что поэтому и здесь мы должны все это фиксировать, документировать. Ничего не должно пропадать. Зря. Так что это важно. Важно, как я уже сказал, иметь возможность обязательно в час X развала всего этого пространства быстро пересобраться, быстро заново. Но я сторонник, опять-таки, новой субъектности, нового Татарстана. Он, конечно, должен быть шире и больше тех границ, которые есть, которые нарисовали. Татарстан все-таки это и не только территория, это политическое воздействие, это политическое влияние. И поэтому нужно здесь обсуждать, нужно здесь выходить за рамки привычного. Я понимаю, что для кого-то это шокирующе звучит, не все хотят это принимать. Но вот есть, нам загнали в 1920 году в эти рамки. Ну и давайте так. И будем жить так, как в стойле. Ничего подобного. Ничего подобного. У нас есть наши территории. Эти территории обширные, большие. Вопрос, как их кооптировать, как их вводить в субъектность, это вопрос, который требует тщательного подхода. Я сейчас просто в общем набрасываю, да, и вы знаете, что эти проекты у нас были, и относительно Большого Татарстана, так называемая БТР, Большая Татарская Республика, Бийик Татар Республикасы, да, и в том числе Татарстан-5, тоже большая проекция, потому что тот будет доминировать, кто сможет предложить новую концепцию, новый алгоритм. Не так просто вот там из Кенхальда, что вот дайте нам кусочек, и мы вновь там у себя на огородике будем как-то вот там кишерустраиваться, огурцы с помидорами на алюминиевых грядках выращивать. Так не пройдет, потому что вновь пересоберется Московия и вновь раздавит. Не нужно делать те же самые стратегические ошибки, фатальные. Ну, тут пишется еще закон от 90-го года о признании автономных республик в качестве союзных правовых ТССР. Ну, я делал об этом специальный стрим, посмотрите здесь у нас на канале. Там 7 или 8 пунктов юридических. В том числе, что Татарстан подавал заявку на членство в СНГ в 91 году. И по факту был принят. Ну и так далее и тому подобное. Там очень много таких документов. Про них-то не говорят, понятно, потому что сейчас скажи об этом в Татарстане, тут же так получишь статус экстремиста. Сейчас объявляют всех такими. А вот что делать тогда тем, кто опять-таки находится, например, в Татарстане? Да? Что им делать? Какие могут быть для них советы? Ну, прежде всего, конечно, необходимо быть так внутренне отмобилизованными, объединяться, учить историю, политическими быть подкованными, создавать такие тайные общества, ну, не так, чтобы тут же обратить на себя внимание, а просто взаимодействовать. Это вот так по-настоящему такие хорошие ячейки, или, как я их называю, институты доверия или сети доверия. То есть ышанычлы шельтерлер, доверительные сети, сети доверия. То есть вы должны, условно говоря,
Вот 10 человек у вас есть, кичкенегна махалля, маленькая община, маленькая джамаат. И вы должны иметь вот внутри него определенные взаимоотношения. В случае чего, в случае развала вертикали, как вы понимаете, власть должна уйти в горизонтальные сферы. И вот эти ячейки и должны потом быстренько собраться и брать власть. Дальше они коммуницируются с остальными. Это тоже вопрос решаемый, в общем, как это будет происходить. То есть, понимаете, когда развалится эта эрзац-империя, создаться что? Создастся, вернее, даже не создастся, он не может создаться, спроецируется вакуум власти. Как это было в 17 году, 1900? Ну, просто вакуум власти был. Кто в тапки влез, тот и как капрал, как говорится. Кто палку взял, тот и капрал. Это так было. Так же было и в 89-м, 90-м, 91-м годах. И надо быть к этому готовым. То есть все обваливается, никто ничего не понимает. Чьи приказы слушать, а слушать ли эти приказы? А вы знаете, как сделали, например, во время путча 91-го года, августа? Татарстан Шамиев поддержал путч, он просто перепугался. И его таким образом Рафаэль Хакимов там надоумил, что нет, надо поддержать. Ну, сейчас вот танки придут, нас раздавят танки-то. Танки там стояли действительно. А некоторые делали следующим образом. Им звонят от Ельцина. Вы поддерживаете нас? Да, мы поддерживаем вас. Звонят от ГКЧПистов. Вы поддерживаете нас? Да, мы поддерживаем вас. Все, правильно. А что вы можете сделать? Да, вот все сделаем. Ну вот надо то-то, то-то там ЧП ввести. Да, будем вводить. Ничего не делали. Сидели, ждали просто, кто победит. Ну это так работало. То есть, по сути говоря, никто ничего не понимал. Есть власть, нет власти. А что такое власть? Власть – это проект, в том числе политический. Если вы готовы этот политический проект явить миру, если вы готовы ради него идти, то люди за вами пойдут. Люди не пойдут за бюрократом, который сидит там за своим столом и трясется. Он не власть. Он просто чиновник, надзорный гриб. А в момент как бы вот проекции подлинного, да, когда эта империя к черту развалится, он становится никем. То есть люди его не будут воспринимать как власть. Поэтому вот такого типа события, вот революция, все остальное, они выносят из как бы так внутренних донных слоев лидеров, трибунов таких, да, кто вот готов брать на себя ответственность, кто готов рисковать, у кого есть проект политический, дискурс политический. Вот за ними люди идут, потому что они понимают, что власть – это не вот эти управленцы и люди, которые перебирают туда бумажки, бумагоморатели. Нет, эту конструкцию надо ломать. Поэтому очень важно, чтобы вот эти вот сети доверия, они были. А из них все равно выйдет лидер. Ну, нельзя его палить, этого лидера, естественно, потому что система, как вы понимаете, тоже бдит. И так или иначе, но они выйдут, эти люди. Я вот много рассказывал про революции, почему нам революции важны, почему мы должны революцию понимать, знать, уметь делать. Вот опять. Перед Великой Французской революцией, а мы все живем в пространстве, сформированной Великой Французской революцией, да? Эгалите, фратерните, либерте, свобода, равенство, братство. Все, что вы знаете в современном мире, это наследие Великой Французской революции. Перед революцией во Франции были сформированы 900, по-моему, 58, могу ошибаться вот, конкретно в цифрах, но около того, различных клубов политических, ну, масонских они там называют, масонские, политические. Люди собирались, обсуждали политику в барах, в клубах где-то, да, выступали, спорили, как должно быть, так должно быть. Сейчас, конечно, в России это сложно, но есть же как бы в интернете люди общаются так или иначе, политизация это присутствует. И вот эта вот постепенно волна политического негодования, политической атмосферы, взаимодействия, обсуждения привела к тому, что когда наступил кризис и король решил собрать так называемые генеральные штаты,
и собрать представителей всех сословий, они бах-бах перехватили власть. Короля гильотинируют, и все заканчивается. И вот эти вот представители этих политических клубов, которые обсуждали, они становятся лидерами французской революции. И Робеспьер, и Жан-Поль Марат, и Дантон, и так далее, и тому подобное. И они становятся... А кто они были? Журналист, адвокат, врач, пламенный трибун, ну, директория, все вот это вот, вы знаете, там дальнейшую историю. Потом они сами попали, как сказал Робеспьер, под террор добродетеля. Но интересно, это были молодые люди. Робеспьеру вам 35 было, Жан-Поль Марату около того. Все были молодые, но были образованные, политически настроены. Собственно говоря, Наполеон вылез из Франции, Гегель восхищался. У кого вы не возьмите, это все как бы вот наследие интеллектуальное, политическое, цивилизационное. Поэтому я это к чему говорю? В любом случае, если над этим работать, оно случится. Иншаллах. Оно случится. Но если ничего не делать, тогда ничего не случится. Тоже понятно. Чистая физика, под лежачий камень, и вода не течет. Поэтому любое обсуждение, любое взаимодействие, какого типа оно, лишь бы эти взаимодействия были, связи, цепи, вот эти. Потом они соберутся в единое полотно. А пока вот этот вот кризис, да, я понимаю, психологически такие разные волны бывают. Вот там год-полтора назад считал, что вот Россия падет, Украина наступает, сейчас противолежащие чувства, да, что наоборот, Россия усиляется, Трамп пришел, помогает. Ну, все это опять-таки, уверяю я вас, дорогие друзья, это лишь психологические ощущения. Да, людям свойственно реагировать на обстоятельства внешние. Но если вы ощущаете себя подлинным политическим человеком боящимся, который искренне заинтересован в освобождении своего народа, своих территорий, то его не должны касаться вот эти вот внешние вещи. Много раз повторял, еще раз повторю. В 1916 году на фронтах Первой мировой войны у Российской империи дела шли не то что хорошо, а очень хорошо. Очень хорошо. Продвигались, наступали, теснили, значит, Германскую империю, австро-венгров. Все как бы шло как надо. Потом раз, небольшие там, катаклизмы, в Питере хлеб не завезли, то все, большевики, эсеры начали активно действовать. И уже в феврале при поддержке военного командования Российской еще империи императора отстраняют. А потом октябрь, и все, и страны нет этой империи огромной. Казалось бы, как она могла развалиться, как Розанов писал. Что стало с этой могучей державой, с ее эполетами, с ее огромными полками, да, с ее вот этими имперскими строениями. Он написал, что в 2 дня слиняла страна, в 2 дня. И вы даже не представляете, дорогие, как рушится стремительно, как обрушился сирийский режим Асада. Просто раз и исчез момент, раз совок исчез, раз Российская империя исчезла, раз Австро-Венгрия исчезла, Германский райх исчез. Это вот так бывает. Оно просто вот, что называется, терпится, потом бах и падает. И главное, надо здесь успеть сориентироваться. Поэтому мы то же самое должны понимать, что наша задача сейчас, она архиважна, создать ту самую предреволюционную ситуацию для того, чтобы в моменте взять эту власть. Потому что взять власть смогут только подготовленные. И все вот эти их, знаете, полки, не полки, силовики, они все начнут разбегаться или грызть друг другу глотки, или воевать между собой, делить власть. Это 100% будет, я вас уверяю. 100% это будет, потому что
Им нужно будет доказывать тому же Западу, остальным, что нет, вот мы как бы с вами готовы сотрудничать. В Москве они начнут биться. И мы должны этим обязательно воспользоваться. А как бы, как я уже говорил, потенциал-то есть у нас. Потенциал есть, его нужно использовать, и международные связи, и диаспоральные связи, и присутствие наших народов во всех сферах, во всех слоях и так далее. Ну, как бы просто нужно подготовить этих людей, донести до них, что, ребят, вот вы пока там находитесь, да, но в час X вы должны встать на нашу сторону. Вот нужно их убеждать в этом. Предлагать конкретные, реальные решения, что мы вас не оставим, не переживайте. Не нужно там дергаться в сторону Москвы. Просто в какой-то момент вы должны принять правильную сторону. Вот она таким образом должна действовать. Это же большевики хорошо работали в плане пропаганды. Военной пропаганды, антивоенной пропаганды. Шли в окопы, там всячески, да, объясняли. Газету там «Искра». Сейчас и в окопы лезть не надо вам, и газету никаких «Искр» издавать не надо. Все. Коммуникации возможности позволяют. Опять-таки, да, дорогие друзья. Так что вот таким образом. Если есть вопросы, Сравларгас Булса, Язагас, вот так вот вопрос, и напишите, пожалуйста, потому что здесь тяжело понять, вопрос, не вопрос. Поэтому да, пока вы будете писать, еще один тезис проговорю. Очень важно сохранить даже те формы наших республик, политические, там, экономические, важно сохранить, не дать добить это все, потому что они станут базой, они станут плацдармом освобождения, обязательно что-то надо будет опираться так или иначе. Поэтому, смотрите, Москва сейчас пытается всячески раскручивать так называемую русскую общину. Делает ставку на нее. Почему? Почему? Чего они боятся? Они боятся реально, дорогие друзья. Они думают, что в случае развала мы сделаем на них ставку и как бы вот этих всех нацменов погоним. Но я много раз говорил, в чем проблема всех этих людей? Ведь до революции тоже был союз русского народа, черная сотня так называемая, которую использовали, да, там, при еврейских погромах, значит, для подавления каких-то там чувств национальных различных групп. У них были депутаты, естественно, на них работали силовики, у них были деньги. Как только империя развалилась, они все растворились, а два их лидера убежали в Европу, и присягнул один Муссолини, другой Гитлер. Я нисколько не шучу. То есть в момент развалились. Почему? Потому что вне этого государства они не могут существовать. Мы можем. Почему вот они нас и боятся? Они видят, что сколько бы ни давили, мы не исчезаем. Мы не исчезаем. А они без государства, имеется в виду без государственной поддержки, не в состоянии существовать. Это так сейчас кажется, что вот у них все есть. Как только развалится, они сразу разбегутся. Что они там смогут противопоставить братьям дагестанцам, ингушам, чеченцам, карачаевцам, нагайцам, татарам, башкирам? Что они могут? Они же не могут ничего. Они только вот в куче там под кураторством каких-нибудь ФСБшников только могут ходить. А мы имеем опыт и возможность находиться в таких жестких условиях, но при этом давать отпор. Это опыт, которому не научишь, это опыт жизненный. Дорогие друзья, так, здесь пишут, что будем делать с нас предателями в светлом будущем. Будут иллюстрации, будут списки соответствующие, кто что делал, какой вред нанес. Все это будет составляться. Естественно, такая работа идет, у нас база данных даже есть. Хотели открыть даже сайт, он, в общем, готов так или иначе. Ну, посмотрим, может, и запустим. И получается, что огромное количество людей, но там будет, понимаете, по градациям, да, кто какой вклад нес, негативный, положительный и все остальное. То есть это обязательно будет учитываться, будет создана специальная комиссия,
люстрационная, как она была, например, по итогам Второй мировой войны. Эти опыты есть, опять-таки, здесь ничего нового придумать не нужно. Будем над этим обязательно работать, потому что никто не уйдет от ответственности. Никто абсолютно. Будьте уверены, все на глазу, все видят, кто что делает. Это не раньше там мог спрятаться. Сейчас интернет, как говорится, все помнит. Все помнит, кто что, кто призывал, кто гнал за войну, кто гнал там за русский мир, кто призывал, значит, всех крестить и русифицировать и все остальное. Они получат наиболее суровые наказания, естественно. И это тоже надо, об этом тоже надо говорить. Почему? Надо внушать страх им. Надо им внушать страх, что вы не уйдете от ответственности. Потому что, смотрите, есть санкции, да, санкции вводятся, работают ведь люди, находят там у родственников или у их людей какие-то там недвижимость, еще что-то, да, предпринимают действия. Это часто так бывает, что делается силами каких-то общественных групп. И вы тоже самое должны делать, потому что для этого нужен мощный аппарат. Пока этого аппарата уже у нас нет, поэтому только вот нашими общественными силами, я думаю, что мы это сделаем обязательно. Что еще, какие у нас иных вопросов нет, я так понимаю? Если нет, то так, у вас пишет, Кавказ, Татарстан должны объединиться ментально и мысленно, и мы станем намного сильнее физически, морально и умственно, иншаллах. Все так. Более того, у меня есть отдельный стрим, здесь, где я говорил об Идель-Урале и Кавказе. Ведь, понимаете, и в XVI веке, и в XVIII веке, когда были восстания в Идель-Урале и восстания в Атырши, и на Кавказе взаимодействовали. Об этом тоже мало кто знает. Даже посылали на подмогу между чеченцами и башкирами, чеченцами и татарами. Тогда были взаимоотношения. Тогда вот через нагайцев. То есть, по большому счету, этот опыт есть. Его просто сознательно скрывают. Тогда они взаимодействовали, тогда помогали друг другу. Уже тогда чувствовали и понимали необходимость этой общности. Теперь-то тем более. Теперь тем более. Понимаете? Мы и тогда сражались вместе, так что века нашей совместной борьбы закалили нас. Так что вот так вот. Ришат Хайудинов пишет «Шахрай» в переводе с украинского «шарлатан, мелкий воришка». Да, так и есть. Абдуллах Земляной, надо много рожать детей. Это очень хорошая тема. Спасибо, что подняли, я ее хотел тоже проговорить обязательно. Мы должны численно сейчас расти демографически, как это на Кавказе происходит. Как это у казахов, у таджиков, у кыргызов, у узбеков. Просто стремительный рост. Стремительный рост. Кстати говоря, сегодня я посмотрел, небольшой отрывочек попался. Если вам будет интересно, найдите интервью такого известного демографа Ракша. Ну, такой, с косой такой мужичок. И он рассказывает, подкаст, он говорит, тенденция такая, что мусульманские народы, кавказские, тюркские, стремительно растут в России. И их доля будет расти. Ну, ведущий говорит, ну а как? Говорит, ну вот так вот, рожают много, будет больше мечетей, их влияние будет расти. Это, конечно, говорит, не нравится основному населению, но деваться некуда. А если они сами не рожают, их будут постепенно замещать. А так как в любом случае, понимаете, нужно и поддерживать и мигрантов трудовых, потому что это тоже наши люди. И так как, вы знаете известную поговорку, природа не терпит пустоты. Если у тебя запустение, а вот если вы возьмете от Урала до Дальнего Востока, живет меньше 20 миллионов человек. Представляете? Огромнейшие территории, запустение. И еще им мало, они идут на Украину, они готовы идти, в страны Балтии, они идти готовы, на Казахстан, им земель все мало. У них запустение тотальное. А соответственно, если запустение, то все равно туда кто-то придет. Это должны быть наши народы. Поэтому и здесь, в этом вопросе мы должны работать. И здесь мы должны ввести соответствующую разъяснительную пропагандистскую, пусть будет таким образом грубо сказано, работу. Так что, ну что, Бекзур Рахмат, Гадуслар, спасибо вам большое за то, что были с нами, за то, что делились своими мыслями и
давайте вместе работать, взаимодействовать, потому что только таким образом в единстве мы сможем сломить хребет этому монстру. Иншаллах, и я верю, убежден, что победа будет обязательно за нами. Бигзур Рахмат, салам алейкум, рахматуллахи баракатух.